Максимум вопросов, максимум ответов. Глава Якутии Егор Борисов встретился с региональным отделением Общероссийского народного фронта. Обсудили различные темы, начиная с материнского капитала и ветхого жилья, заканчивая антиалкогольным законом и финансированием госсми. Все подробности в материале Александра Лысака. Первая встреча Егора Борисова с республиканским отделением Общероссийского народного фронта началась со вступительного слова главы Якутии. Говорил о влиянии санкций на экономику республики и о том, что, несмотря на это, все соцобязательства будут выполнены. Озвучил планы дальнейшей работы, но самое главное, Егор Борисов отметил, что наблюдается положительная тенденция общественной активности, и ее нужно сохранить. Встречное движение и органов власти, и общественности может обеспечить более устойчивое и быстрое развитие республики. Иначе иного пути у нас нет. Затем члены ОНФ выступили с различными докладами. В частности, Алена Атласова затронула тему распределения денег государственным СМИ. Напомним, буквально на днях во время медиафорума ОНФ в Петербурге представитель частного интернет-издания Якутии сказал Владимиру Путину, что республика выделяет на госсми почти 1 миллиард рублей, и это слишком много. Конечно, бы хотелось, чтобы, Егор Афанасьевич, вы дали поручение, чтобы эти цифры были раскрыты и указаны. Это мои решения были приняты, чтобы финансирование было такого уровня. В двух направлениях по освещению деятельности органов власти, освещению жизни в республике у нас информации не хватает, потому что население все время жалуется, и по телевидению не хватает, и по средствам массовой информации не хватает. Просто сказать, что рубль большой, рубль маленький, наверное, нет смысла об этих вещах говорить, если мы трезво оцениваем. Поэтому мы должны посмотреть с точки зрения содержания, с точки зрения целей и задач. Далее представители Народного фронта предложили в рамках программы «Доступная среда» усилить инклюзивный подход к образованию, чтобы дети с инвалидностью занимались в обычных школах, а также проводить курсы о корректном взаимодействии госслужащих и людей с инвалидностью. Коснулись также темы погорельцев, точнее предлагали разработать программу по их переселению. Это стихийное бедствие, там все документы пропадают. Продумать, как ускоренное восстановление документов, там, хотя бы вот такие вопросы. Подумать о создании программы. Вот. Здесь найти какую-то золотую середину очень сложно, но мы все равно будем их обеспечивать, зная причину, объективность ситуации. Хотя чисто по-человечески к ним надо относиться всегда внимательно. Были обсуждены и локальные проблемы. Так, члены Народного фронта обратили внимание главы Якутии на аварийное состояние нового жилья в микрорайоне Теплый Стан в Ленске. Жильцы этих домов спят в теплой одежде, канализация протекает, а со стороны местной власти и прокуратуры, по мнению ОНФ, никакой работы не ведется. В основном там инвалиды, ну и также многодетные семьи и так далее. Все, которые нужны, и в аварийные дома, в которых жили. Конечно же, они сейчас даже многие мечтали бы назад вернуться в свои аварийные дома. Муниципалитет продолжает работу с инвестором под нашим контролем, с тем, чтобы в этом межсезонье, эти недоделки, которые там действительно существуют, с ними заниматься дальше. Мероприятия по утеплению дополнительному и так далее должны быть завершены в межсезонье текущего года. Обсудили также и нынешний антиалкогольный закон. Напомним, в Якутии с начала этого года продажа алкогольной продукции разрешена лишь в специализированных магазинах. У меня во дворе из 6 4 алкомаркета. Это первое. Если сейчас мы с вами захотим после 8 часов выпить пиво, то нам не составит труда пойти и купить. Потому что почти во всех магазинах разделили их напополам. Магазин 50 метров, половина какое-то непонятное кафе с пластиковым столом и стулом. Здесь в большинстве правительства виновато и Министерство сельского хозяйства. Развратили закон и развратили саму идею. Мы наплодили так называемый алкомаркет. Законопроект правительства республики внесите корректировку в конце мая. Иначе у нас будет бардак. Обсудили и более приятные темы. Например, члены Народного фронта выступили с инициативой внедрять политехническое образование в школах Якутии, поскольку в республике активно развивается промышленность. Кроме этого, на сегодняшний день уже 30 школ Якутии применяют политехническое образование, однако им не хватает необходимого оборудования для полноценного обучения. Закон Республики Саха
Якутии об образовании, необходимо, назрела, кажется, статья «Политехнические школы». Когда школа сама по себе, понимая ответственность, понимая приоритетность, все это дело начинает инициировать и как бы свои силы сверять, и при этом выходит на такой уровень, что уже готовы создавать политехнические классы, школы и так далее, тогда мы будем поддерживать. Это намного эффективнее, намного выгодно. Общение продлилось 2,5 часа, и, подводя итог, Егор Борисов рекомендовал правительству Якутии тесно работать с Общероссийским народным фронтом и обсуждать наиболее важные инициативы. А вот членам ОНФ глава республики предложил мыслить более широко, в масштабах всей Якутии, а не ограничиваться пределами столицы, а также работать по конкретным проблемам, а не стараться объять необъятное. В общем, разговор был полезным для всех, и для власти, и для Общероссийского народного фронта. Александр Лысак, Иван Семенов, Денис Семенов, НВК «Саха», Якутск, Ленск.